200 лет здесь стояло селение, 200 лет здесь жила Мухтуя. Некогда написал о Ленске известный якутский писатель, уроженец Ленской земли Сергей Москвитин. Так, стремительный темп преобразования превратил деревенскую местность в рабочий поселок, а затем в город, ставший воротами Алмазного края, а после – нефтегазодобывающей столицы Якутии. Сегодня в Ленске каждый год стремительно растут высотки в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья, преображая архитектурный облик города, который некогда был в диковинку. Например, известный якутский поэт Рудольф Соин в 1970 году писал: «Летят года, грохочет гулко даты, светлеет шевелюра от седин. Мой милый Ленск, опять к твоим пенатам. Я возвращаюсь, словно блудный сын. Гляди, а ты совсем не узнаваем. Громады белокаменных домов, отелями, музеями, трамваем. Уж ты никак обзавестись готов». Большое внимание сегодня уделяется благоустройству города. Мэрия Ленска активно участвует во всевозможных федеральных и республиканских программах, благодаря чему появляются новые скверы, арт-объекты, памятники. Теперь ленских авиапассажиров встречает главная достопримечательность Ленского аэропорта. Самолет Ан-2, установленный в сквере авиаторов прямо на выходе в город. В конце июля минувшего года памятник был торжественно открыт при участии заместителя председателя департамента Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутии Людмилы Серкиной, городских властей, работников и ветеранов аэропорта и общественности. Я все-таки надеюсь, что придет время и здесь, в Ленске, в аэропорту Ленск, будет проведена реконструкция и будет у нас бетонная полоса, которую мы ждем очень давно. Сквер авиаторов создан в рамках реализации программы благоустройства общественных территорий городской администрации. Инициатива по установке самолета Ан-2 поступила от работников аэропорта. Не один год потребовался на монтаж воздушного судна. Его собирали в свободное от работы время. Основным участникам вручили награды от главы города. Обшивку снимали с крыльев и стали монтировать на них металлические листы, оцинкованные железом. Монтаж сам, когда все отдельно покрасили, крылья, оперение, фюзеляж, собрали в течение где-то 2 недель. Еще одно праздничное событие ознаменовало конец июля. В этот же день тот же состав участников торжественно открыл мультифункциональный центр в парке. Парк в последние 2 года кардинально изменился. Появилось место для скейтбордистов, уличные тренажеры под навесом от дождя, современная площадка для подростков с лазами и паутиной, так называемой горкой трубой, качелями с удерживающими устройствами для малышей, песочницы. А передвигаться по парку теперь можно не по самовольно вытоптанным тропинкам меж таежных деревьев, а по тротуарным дорожкам, освещенным современными стильными фонарями. Теперь в парке будет круглогодично функционировать центр и кафе. Другое помещение спроектировано как работа клубных формирований, для работы клубных формирований. Всевозможные кружки, секции, клубы по интересам. Оно должно работать с утра до вечера, именно с целью занятости как и детей, так и взрослого населения. Ленчане, любители прогулок по городскому парку, в восторге от преобразований, особенно молодые мамочки. Пришли посмотреть, что здесь открылось. Ну, здорово. Очень много людей, детям очень нравится. Ой, это очень хорошо. Для жителей, для детей. Ну, вот отдохнули от души сегодня, вот прошли на детей смотреть, как они играют, что там, с вышки прыгать, все сделают. Так хорошо нам на душе. Необычный арт-объект и фотозона. Такую двойную функцию несет новая инсталляция в городском парке Ленска. Имитированные качели со скульптурой в виде семейства белок появились недалеко от фонтана, расположенного в центре парка. Автор малого архитектурного произведения – известный якутский скульптор Николай Чачасов. Новый арт-объект появился в городском парке культуры и отдыха в рамках реализации программы по благоустройству общественных территорий. Не только полюбоваться, но и сфотографироваться теперь можно возле изваяния главного символа Ленского парка. А вот почему именно белочек решили усадить на деревянные качели – это отдельная история. Учитывая, что в нашем парке очень много белок, популяция это уже с каждым годом, как говорится, растет из года в год.
Мы решили, что это будет самая уместная архитектурная форма в нашем парке. Так как у нас парк представляет собой лесной массив, здесь очень много присутствует и кедра, и сосны, и ели. Все-таки за основу была принята концепция управлением архитектуры республики, концепция именно шишки, именно белок. И поэтому вот родилась вот такая малая архитектурная форма. Помимо красоты, в Ленском парке создают инновационные объекты. Первая и пока единственная в Ленске умная скамейка появилась именно здесь. В лавочку вмонтировано зарядное устройство, которое работает от солнечной батареи. Специально панель антивандальная и имеет защиту от осадков. Зарядить телефон можно как беспроводным способом, просто положив устройство на значок зарядки, так и с помощью USB-провода. Такой креативный подарок в качестве спонсорской помощи преподнес ленчанин Сергей Геращенко. В вечернее время новый мини-арт-объект освещается подсветкой, которая включается автоматически с наступлением сумерек. Умную скамейку сразу же опробовали горожане, любители прогулок по парку. Захотелось сделать что-то необычное для всех жителей нашего города, так называемую умную скамейку, в которой имеется беспроводная зарядка, проводная зарядка. Кто-то помогал, советом, своим личным опытом делился, как правильно приварить, покрасить, соединить схему. Очень хорошо, что в нашем городе появилась такая лавочка. В нашем городе это редкость Да. в общественном месте, Первая где лавочка. можно зарядить телефоны. Всегда поможет, выручит. очень удобно, если во время прогулки сядет телефон. В декабре для любителей зимних видов спорта в парке был залит каток и открыт прокат коньков. Реконструкция парка производится в рамках национального проекта формирования комфортной городской среды. Все построенные объекты – выбор ленчан, которые участвовали в общественных слушаниях и голосованиях, обращались в частном порядке к главе Ленска со своими предложениями, что и сегодня приветствуется. В 2020 году началось воплощение в жизнь одной из давних идей. Возле храма святителя Иннокентию Московскому в старинном уголке Мухтуи разбили сквер «Старожил». Это проект некоммерческой организации «Добродетель» и Совета старейшин. Он обойдется районной казне в 23 миллиона рублей. В первую очередь еще в 2019 году был установлен самый высокий в Якутии флагшток – 35 метров. Его видно с любой точки города и реки. Осенью 2020 года старожилы совместно со студентами техникума и волонтерами высадили здесь березы и яблони. В прошлом же году в нижнем участке сквера соорудили парапет из керамогранита. Также керамической плиткой выкладывают величественную парадную лестницу. В довесок здесь будут построены пешеходные дорожки, сухие ручьи, лавочки, фонари и автостоянка. Идет облицовка керамогранитом. Ждут плитку поступления с Якутска. Это плитка для мощения тротуаров, дорожек и территории вокруг самого флагштока. Не забывают и про отдаленные районы города. Спортивная площадка и уличные тренажеры появились в микрорайоне Алроса. Решение установить баскетбольные щиты было принято не случайно. Сегодня популярен такой вид спорта, как стритбол. Он вошел в программу Олимпийских игр. Также здесь установили несколько уличных тренажеров под навесом. И теперь жители микрорайона Алроса могут заниматься спортом недалеко от дома. Появляются в Ленске и становятся его креативным украшением малые архитектурные формы. Их автор Алексей Цидяков известен далеко за пределами города. Даже сломанные автозапчасти у него идут в дело. Очередной персонаж голливудского фильма «Трансформеры» предстал перед ленчанами. Не случайно, что такие скульптуры появляются в городе автомобилистов. Эта фигура высотой почти в 3 метра появилась возле одного из автосервисов Ленска. На ее создание скульптору потребовалось около месяца. Также у Алексея немало проектов городского и районного масштаба, которые он готов реализовать при поддержке городских и районных властей. В ближайших планах реализовать все было, что запланировано с весны. Само собой, это для города, опять же, это «Мамонт», о нем было уже ранее сказано, еще несколько проектов. Также для предпринимателей, которые активно участвуют в украшении фасадов своих торговых точек, сервисов. Своими заказами они помогают художникам, само собой, себя реализовывать. И вносят свою очень существенную лепту в украшение города.
Отличным подарком к Новому году стала победа Ленска в конкурсном отборе. 2 заявки городской администрации попали в федеральную программу «1000 дворов на Дальнем Востоке». Территории были выбраны ленчанами путем голосования. Это дворы улицы Первомайская, 11А, 13Б, 15Б, 28. Ну а новый квартал Рабочий, построенный в рамках программы переселения, требует доведения территорий до совершенства. Установку ливневой канализации, хотя многие работы по благоустройству были проведены в рамках других муниципальных программ с привлечением спонсорской помощи. Сегодня здесь планируется разбить зону отдыха, мини-парк. Помимо средств федеральной программы «1000 дворов» будет привлечено финансирование сторонними организациями. Одно из критериев, которое давало большее количество баллов, это было софинансирование со стороны внебюджетных источников. И вот, скажем, «Газпром Трансгаз-Томск» нам подтвердил свое участие в этих программах. Буквально месяц тому назад мы общались с Бородиным Владиславом Ивановичем, обсуждали дальнейшее сотрудничество муниципального образования города Ленск и «Газпром Трансгаз-Томска». Надо сказать, что они нам помогают в разных областях, и, скажем так, в благоустройстве города они выделяют очень большие финансовые средства, там порядка 5-6 миллионов рублей. Но главное все же остается неизменным – это развитие инфраструктуры. С каждым годом количество автомобилей в Ленске увеличивается в разы. Дороги требуют пристального внимания властей. В 2021 году в Ленске отремонтировали самые проблемные участки на кольцевой развязке по Заозерной и приступили к реконструкции проспекта Строителей в микрорайоне Северном. Первой с работами по асфальтированию управилась компания «Арарат». Благодаря их оперативности уже в начале сентября новый асфальт появился на улице Заозерной от перекрестка с Нюйской до дома номер 49. Стоимость ремонта данного участка дороги – 7 миллионов 600 тысяч рублей. Мы в прошлом году заасфальтировали улицы Ленских событий. Вроде неплохо получилось. И вот решили в этом году заасфальтировать еще одну улицу. Сегодня задействованы на объекте 4 единицы техники и 8 рабочих сил. Участок дороги из старинной части города Мухтуи, ведущий на красавицу набережную Ленска, давно требовал ремонта. И вот наконец-то жители увидели тяжелую технику на этом отрезке улицы Каландарашвили. Благо, солнышко побаловало ленчан своим визитом в сентябре, а подрядная организация успела выполнить работы по асфальтированию в сухую погоду. В поздние сроки в 2021 году заключены все контракты. Например, в микрорайоне Северном подрядчик не успел до холодов произвести укладку асфальта. У нас такие нюансы, там у нас 1400 тонн асфальтно-бетонной смеси заложено. Но мы будем просить о переносе сроков, потому что сейчас там минусовые погодные условия будут, минусовые, и как бы в минус асфальт мы вложить не собираемся. Жители рады такому повороту событий. Асфальтирование этой улицы ждали давно. Давно пора это делать, дорогу, потому что когда здесь строительство шло, здесь же много карьеров, ездили тяжелые машины, и вот они всю дорогу, как говорится, выбили. За 20 лет давно уже пора делать. Не только эту улицу, и по Спасской, и по Омской, везде у нас. В этом году асфальт будет уложен, и жители Северного смогут ездить по новому дорожному полотну. Также в 2022 году будут запущены новые проекты по благоустройству и возведен не один жилой комплекс в рамках реализации программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. А значит, Ленск будет становиться с каждым годом более современным, уютным и комфортным для жизни. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.